Вот, ну начнем да, с нормативно-правовой базы, да, в сфере государственных закупок. Вот этот новый закон от 18 декабря 2015 года, закон о государственных закупках, да, приказ Министерства финансов об утверждении нормативных правовых актов в сфере государственных закупок и постановление правительства об утверждении пороговых сумм. В сфере государственных закупок рабочий язык, сразу скажу, русский, да, вы все, наверное, знаете, кто работал, потому что портал, все тендерная документация, все это готовится на русском языке. Технический регламент, который был введен с введением нашей страны вступления в таможенный союз, он ввел технический регламент, все идет на русском языке. Основные вот это документы, на основании которых происходят торги по приобретениям на государственные средства, да? Это вот стандартная конкурсная документация. Вот это основные документы, когда вы будете закупать или когда вам закупают товары. Долго можно про это говорить, но мы будем говорить только то, что касается безопасности продукции. Из вас кто-нибудь есть, кто является там членом тендерной комиссии или получается вы конечный, вот. Все остальные, вы все конечные получатели того, что вам закупит закупающая организация. Обычно это районный отдел образования, да, вам закупает что-то. Либо доноры, либо выпускники школ, да, онжилдов, жирмаджилдов, да, они же тоже вам приносят подарки. И родители тоже вам помогают. Опять-таки, они где-то могут вам установить окна, да, или что-то такое. Ну, все мы знаем, что мы все помогаем учителям. Вот мы сейчас там сидели и говорили, учителям, говорю, школе. Если бы родители не помогали, уж школа бы за 25 лет не выжила. Антенну купили. Видите, как хорошо. Вот, теперь смотрите, основное, да, при закупке товара. Я вот тут для школьного питания у меня осталось, но это касается и мебели, и осветительных приборов, и посуды, и тех же самых оконных блоков, буквально всего, да. Там идет, значит, вот в 2004 году в силу вступил закон об основах технического регулирования, который впервые ввел понятие технического регламента. Технический регламент – это документ, который устанавливает обязательные условия и правила к производству, распространению, хранению, реализации, утилизации любой продукции. Она должна отвечать в первую очередь, должна быть безопасной по качеству, да? И, в смысле, должна быть качественной и безопасной. Вот что такое безопасность продукции? Все мы говорили, что это отсутствие недопустимого риска для жизни и здоровья кого? Человека, да? И не только для человека, для животных тоже, да? Если, допустим, закупают корма или что-то такое, то есть это такое универсальное понятие, безопасность продукции, где бы она ни была и что бы вы ни покупали. И что бы для вас не покупали. Вот какие технические регламенты действуют. О безопасности пищевой продукции, о безопасности продуктов мукомольно-крупяной промышленности, молока, молочной продукции, мяса, мясной продукции, безопасности упаковки и так далее. Поэтому вот в 2005 году постановлением правительства, значит, было утверждено обязательное подтверждение соответствия продукции и перечень продукции, которая подлежит обязательному подтверждению. Какие документы? Вот вы знаете, да, госпожа Солошин? Декларация о соответствии. Любой товар должен быть сертифицирован либо задекларирован. Все вот. И теперь вот кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности. Если вам реализовали вот такой продовольственный товар с нарушением технических регламентов, да, административный штраф на граждан от 5 до 10, на должностных лиц от 50 до 100 расчетных показателей с приостановлением деятельности. Статья 287. Если там реализация была, здесь производство, поставка и реализация, получается на граждан от 2 до 5, на должностных лиц от 20 до 50 расчетных показателей. Как вы считаете, это много или мало? У нас сейчас расчетный показатель всего 100 сом же, я насколько знаю, да? Ну, 100 сом там от 5 до 10, там это максимум получается 500 сом. 500 сом. Но это не значит, товарищи, это не значит, что это же могут приостановить вашу деятельность и вас внести в черный список же. Не вас, вернее, а поставщиков. И потом вы не сможете вообще, с вами никто не будет иметь дела. Да, потом сначала штраф, а потом уже идет и возбуждение уголовного дела.
Да, и вот мы теперь вот в рамках этого, просто я не буду вас долго задерживать, вот разработку утверждения конкурсной документации. Мы почему это говорим? Вот у нас когда, вот мы, допустим, по питанию работали, да, вот начнем сейчас с питания. На продукты питания. Мы приезжаем в районо. Детки же у нас кушают, Бединчи Баскач, да? Где-то у нас есть горячее питание, там, где работает Мирсико, ВПП, ООН, да? Где-то просто чай и булочка, да, которую можно забивать там гвоздь или что-то такое. Ну, в общем. Не, и приходишь и говоришь, булочка стоит, там же получается вот Аузский район Дуронсом, да? Балабашин, у него, да. Получается чай на 4 сома, а булочка 7 сом. Ну, нет, JT сом, да. А есть это отдаленных районах, у них 10 сомов в день. А в городе Есть 14. такие. В городе 14, потому что у вас 7 сомов добавляет местный бюджет. А 3 сома добавляют родители. Нет, это сейчас иди. Есть 7 сомов, да? 7 сомов. А где отдаленные? Отдаленный район, у них коэффициент 1,43, там 10 сом. Вот приезжаешь в отдаленный район и говоришь, практика же всегда интересна. Говоришь, как вы кормите детей? Они говорят, вот мы им даем чай и булочку. А почему 10 сом? Они говорят, ну как, булочка стоит 7 сомов у них. Булочка стоит целых 7 сомов. Пока не приехала ВППО, и они потом сказали, что оказывается себестоимость булочки это сом 50. Сом 50 себестоимость булочки. А нам продают за 70. А пришли в другую школу, которая тамак перед. Они готовят им. Они участвовали в этом проекте. Да, айлык мытуим, этот пищеблок, то капитальный ремонт часоперды, тоже добавляют по 3 сома и так далее, но не соответствует. Говорим, покажите нам документы. Говорит, нам же такой приносит, мы, допустим, картошка на заказ столовой, мы выиграли, по самой минимальной цене кто-то выиграл, он нам приносит картошку. Говорит, мы ее вот так разгружаем, там половина топо, она вся вот такая мелкая, местами сгнившая. Говорит, вот мы не можем, с ними, что нам делать? А потом говорим, хорошо, дайте нам вашу техническую документацию. Ну и там просто написано, картофель столько-то килограмм. И все. И никаких больше требований у него нету. Говорим, а договор нам представляет? Договор, вот я вам не буду говорить в одном районе. Договор вот так вот был всего на полстранички. Договор с поставщиком. Потом мы просто сделали анализ. Вот. И да, говорит, мне картошка не мне депчазам, говорит, как я могу на картошку дать какой-то Ну и вот мы ему написали, вот третий, да, смотрите, картофель, сорт Пикассо, высший сорт, диаметром не менее 10 сантиметров, упакованный в сетчатые мешки весом не более 20 килограмм, потому что все равно дети это разгружают в итоге. Да. Так же получается. А еще можно написать в самом в тексте договора, что разгрузка должен обеспечить поставщик. Вот это было бы, да. Это было бы здорово. Мы на 12 страниц им этот договор весь расписали. Со всеми этими, там я еще потом остановлюсь. Вот, то есть, когда дело касается детей, к этому надо подходить очень серьезно. И когда вам говорят, районно, закупающая организация, вот, алкоголь и не знаю, из этого будешь сам варить и делать, вы всегда можете на это составить дефектный акт, если вас не устраивает. То есть, к этому не надо подходить. Вот они что закупают, я этим ребенка кормлю. Почему? Потому что, не дай бог, если что случится, отвечает кто? Отвечает директор. Да. Всегда же так. Всегда Это так. и законодательство. В законодательстве это так. А закупает другая организация. Поэтому у нас был когда пилотный проект, мы вот Атбашинский район на Рынской области, там всего 21 школа была, из них почти половина, они вот были в этом проекте по горячему питанию, мы их всех перевели на самостоятельное финансирование. Я бегала там, договаривалась с Минфином и с департаментом по закупкам. Мы им каждым, у них есть в каждом, они сами себе закупают. И всех зарегистрировали,
Они сами отучили их людей, сертификаты они получили, те же самые учителя, в основном это информатики оказались, которые хорошо умеют работать с компьютером. И они теперь сами закупают. И говорят, нам сейчас стало хорошо. Мы, говорит, сами покупаем то, что хотим. Ну, в смысле, нас устраивает вот такая схема, чтобы мы закупали сами и отвечали сами. Чтобы не было потом вот таких противоречий, что мне привезли, а ребенок отравился, а я, оказывается, виноват. Вот. Поэтому, то есть вы всегда можете, вот эти все спецификации они все там у вас есть. Вы можете прям закупающей организации отнести районной и сказать, на, дорогой, вот я тебе принес, посмотри, и так работает. Потому что если они на продукты питания не могут сделать нормальную техническую спецификацию, да, то что говорить, допустим, о мебели. Еще есть такой например, говорят, я хочу соль, чтобы у меня была вот эта белорусская. Как я ее могу? Он же по правилам не может говорить, что по правилам, по закону, по законодательству. Да. Вы просто берете, допустим, эту соль, и там вот, где написано у него там содержание того и так далее, точно прям вот так перенести туда, чтобы оно это соответствовало. То есть как бы вот такие есть уловки. А потом говорить, что если вас не устраивает тот, который предложил очень малую цену, но вас не устраивает его заявка, не соответствует вашей спецификации, вы можете выбрать того, который чуть дороже, но который соответствует. И потом, когда придет прокуратура же любит, это же для них же такое дело, госзакупки. Ну-ка, дорогой, давай, открой, посмотрим, что там у тебя, и давай долбакать. Вы говорите, нет, вот у меня техническая спецификация разработана вот так вот. Он мне предоставил такой, а этот такой, поэтому я выбрала. То есть, поэтому при разработке спецификации, да, она вам и, будет гарантией вашей тоже. Да. Вот, это у нас по продуктам питания. Вот тоже есть масло сливочное, не соленое, 82,5 жирности, высший сорт, упакованное в фольгу или бумагу по 200 грамм. А теперь на посуду давайте посмотрим. Вот как посуду бы вы задали бы? Посуда себе и посуда, дай бог, что не меламиновая и хватит, да? Там же написано, что не дай бог меламиновая. Вот у вас все, что для вас разработано. Самая плохая посуда. Тарелка для супа. Характеристика, фаянсовая будет, фарфор это дорого, да, идет. Белизна фарфора свыше 88%, толщина глазури столько-то, термостойкость не менее 125 градусов. Это для чего говорится? Когда они вам будут представлять, когда они будут участвовать, этот поставщик, вот он выиграл, да, он вам скажет тоже, да, вот у меня точно такой, я тебе принесу. Да, он должен предоставить бумагу, сертификат соответствия, да, где документы на всю эту посуду, где все вот эти вещи должны быть у него прописаны. Все эти вещи должны прописаны быть. Дальше, ложка столовая, материал из нержавеющей стали, длина не менее 200 метров, ширина не менее столько-то и так далее. Внутренняя поверхность ложек не должны иметь заусенцев, широковатых, необработанных поверхностей, которые должны быть устранены с помощью соответствующих операций. Ножи кухонные тоже, оказывается, можно задать вот такую. И они обязаны будут вам предоставить. Только иногда бывает, да, вот на это нет. Допустим, вот сейчас мы будем говорить, если про оконные блоки. Про оконные блоки технические спецификации мало хорошо разработать, но и надо понимать, да, адекватность и реальность. Потому что у тебя денег на такую продукцию, финансирования такого нет. Просто никто не выйдет на это, на торги. Вы еще раз объявите, опять никто не выйдет. А потом делайте прямую закупку. Там, где хотите. Третий раз можно прямую, да? Третий раз прямую, но вы все равно объявляете. Вы объявляете, да. Вот, по оконным блокам мы разработали с участием производителей, ведущих производителей оконных блоков. Учли, какие недостатки. Обычно какие недостатки оконный блок-то? Приезжаешь даже не в школу, а вот в новый дом зимой. Дуй. Раз, и второе. Конденсат. Вот, точка росы. Все, точка росы, это уже надо доставать и выбрасывать. Это потому что не соответствует вот это.
Второе. Установка в соответствии с ГОСТом швы монтажных узлов примыкания к стеновым проемам общие технические условия. Они вам должны при вот это обеспечить. И когда вы будете заключать с ними договор, вот это будет идти отдельным пунктом. И здесь еще важна стоимость. И Потому стоимость. что иногда бывает, что они вот это все обеспечивают. Но ты смотришь на два экземпляра, Да. видишь, что один, да, у него 3, но он тонкий и болтается, да, а металл, который стоит внутри, у него стоит 3 сома килограмм, хотя даже принимают их по 8, да, то есть как бы что-то тут уже не то. Ты же не сможешь, когда они установят, уже проверить, насколько там все качественно, да? Он вам должен предоставить протокол Да, испытаний. поэтому там все нормально. Поэтому Сейчас поэтому Могут в таких писать случаях надо, конечно, примерно смотреть на стоимость, насколько она Да, реальна. конечно, И конечно, обязательно смотреть на конечно, образцы. конечно, насколько они конечно. И на соответствуют. то, что он из себя этот поставщик Да, и на это. представляет, да. Ну, просто обычно, когда мы даже вот ездили, закупающая организация, госорганизация, для своей конторы она брала оконные блоки. Она просто пишет в технических спецификациях, на портал заходишь и смотришь, какие технические спецификации к этим окнам. Просто пишут окна столько-то метров, погонный метр столько-то. Турецкий профиль. Квадратный метр, да. Квадратный метр. Да. И было погонный даже. Я там видела. И никаких этих нет. Других. А говоришь, почему так? А что это там еще? Ну, стоит блок, он и есть блок в Африке. Как бы, вот такой вот. А там у вас есть еще на осветительные приборы, очень сложные. Там есть с физическими параметрами. Какое сопротивление, какой светодиод, какой радиус рассеивания и так далее, и так далее. На вот это тоже мы 3 дня сидели, я тоже ездила туда-сюда, я все это сделала. И я даже посмотрела, что оно недорого стоит. Оно стоит, есть вещи, которые не соответствуют техническому регламенту, но стоят дороже. В смысле, не всегда это вот так есть. Ой, если столько много требований, значит дорого. Нет, да. Качество всегда может соответствовать, имеет адекватную цену, так скажем. Так, и вот теперь, да, заключение договора поставки. Ну, про продукты я тогда брала. Да. Тут тоже я долго не буду задерживаться. Вы, когда, в смысле, закупающая организация, прежде чем заключить договор, она должна его разработать также заранее, как и техническую спецификацию, и тоже проект этого договора вместе вывесить туда, на торги. Потому что в законе есть норма, где говорится, что договор заключается только на тех условиях, которые были оговорены при объявлении торгов. Новые какие-то нормы вы туда уже заложить не можете. Вот, поэтому вот к разработке технического задания и договора надо подходить всегда ответственно. Вот смотрите, опять это про картошку все интересно, знаете. Мы вот когда ездили, они говорят, закупающая организация, вот что было они говорят, мы заключили, допустим, на 10 сомов. Килограмм картошки мы закупаем. А потом же там вот это в межсезонье цены могут вверх пойти или вниз пойти. Вот цена резко может стать 20, а иногда и 30 сомов. Вот последние 2 года, что ли, было до. В прошлом году так. Да, было же. 10 сумм был, потом сразу стал Да. 22 сумм. 22 суммы стало. 22, 25, 30 шардов, я точно. И говорят, и все. И поставщик не может выполнить свои условия. Он говорит, мне тебе невыгодно носить. И говорит, вот как вот в таких случаях, в смысле, он не выполняет, опять с ним разрывать договор, объявлять его ненадежным поставщиком, опять выходить на торги, а денег уже нет, а тут уже дорого стало, а детей же кормить надо, вот, каждый день же их кормить. Вот, и поэтому мы говорим, а сколько раз вы в год заключаете договора? Там есть такие артисты, они, оказывается, только раз в год, а кто-то максимум 2 раза в год заключают, ну, в смысле, объявляют торги. На продукты, на овощеводческие продукты надо, ну, раз в квартал хотя бы, раз в квартал. Но
все равно надо себя обезопасить. Вот такой вот есть вторая норма. При заключении договора указывается, что в течение срока действия договора цена на товар может изменяться только в сторону понижения. Почему? Надо себя защитить. Вот. Мы теперь обратное закупили Джирмасомдон, да? А стало по 10. Вы ему с ним, а вот эти вещи надо сразу развешивать на это. Вы говорите, а что это я тебе не 10 сомов буду платить. В смысле, 10 сомов буду только платить, а не 20. То есть в договоре надо максимально себя защитить. Понимаете? Вот эти вещи. А у нас, вот я же говорю, приезжаешь, у него вот такой этот, и он мне договор показывает. Вот договор с поставщиком. Джарме — это то, что закупающая организация в лице такого-то, именуемая дальше такая-такая-то, идет, и потом он должен мне поставить столько-то, столько. Графика поставки нет, технической спецификации нет, а потом он удивляется, что ему приносят вместо картошки топрак. Понимаете? Вот. Так. Ну, это то, что нижнее я вам говорила. При заключении исполнения договора изменение его условий не допускается, за исключением случаев, установленных законом. То есть спецификация, график поставки и сам договор, это все должно идти в приложении к договору. Закупающая организация всегда должна очень ответственно подходить, особенно если делает закупки для общеобразовательных организаций. Будь то картошка, будь то парта, будь то окно, будь то этот свет. А вы должны об этом знать и им помогать. Скажите, вот мамдай бартурвайвы, потому что часто мы приезжаем, и они говорят, нам же просто никто не сказал, нам просто, сейчас уже они, вот у них практика растет, но вот именно техническая документация, разработка, вот это у них хромает. Они говорят, нам просто никто не сказал, говорят, у нас же вот этого нету, говорят, вы хотя бы максимальная версия нет, мы отсюда будем, а что-то включать будем, что-то не будем, исходя из наших местных условий. Чтобы детки не страдали, чтобы им обеспечить это максимально из того, что есть. Поэтому, когда говорят, ой, акчас, а вы такие, там, Осман Башин Айтасыңар, там все такое, это уже сейчас не действует. Уже, если народ грамотный, поставщик тоже сразу, знаете, в тонусе начинает себя держать. Если, допустим, раньше мало было поставщиков, один и тот же поставщик и Бул район вот ташит, один и тот же поставщик и Тигли район вот ташит. А сейчас, когда вот за вот эти 2 года уже закупающие организации поднаторели, уже тоже практика у них повысилась, и поставщики, количество поставщиков выросло. Вот, когда конкуренция растет, когда растет количество поставщиков, и они начинают действительно между собой конкурировать. Ну, конечно, там грязные там такие случаи тоже есть, но в общей массе такая тенденция благополучная идет. А поэтому для этого надо быть грамотным. Спецификация вот такая, вот тебе, на, возьми, вот тебе это. Или когда я посмотрю, вот будете участвовать в тендерной комиссии, иди, мисал очень сись, сись. Скажите, как она вот момдалар бар екен, то все, давайте ушуларга жооп бергендей болсун. Ташып келүүчү организация тура деп. Тияктан алып келдик, жасашты, давайте көрөлү, может быть, мындан да жакшы өркүндөтөлү туурабы? Потому что есть такие, опять вот в Сулюкте там Айбек такой есть парень. Мы когда к нему приехали, он нам очень многие вещи турал берди. Наоборот сказал, давайте лучше вот тут так сделаем, тут так сделаем. Исходя из своих условий. Но, говорит, вот то, что вот это есть, это уже хорошо. Мы, говорит, хоть у нас, гөзү сачылды, мы будем видеть, что надо, к чему стремиться, понимаете? Вот, поэтому вы не думайте, что вы не закупающая организация, и нам это не надо. Всем нам это надо. Мы все потребители, конечные получатели вот этого. Так, все, у кого есть такие... Вопрос такой, если наоборот, все хорошо насчет вот этой спецификации, а все равно не нравится детям или... Что не нравится? Вот продукты питания. Не всем, конечно, но половине. Нет, вот бывает же, что действительно все пройдут, все инстанции хорошо и привезли, а у нас, как всегда, есть недовольные. Да, недовольные. Недовольные всегда есть, они всегда будут, с ними просто очень надо хорошо работать. И как работать с родителями, да, это очень хорошо знают директора. Директора и работники района. Вот, например, иди, как вот с кем иди? Тамара иди.
Вот она тут сидит и тут меня душит этого, Мухтара, да, Арапаевича. Он, между прочим, Мухтар, он несколько лет проработал начальником финансового управления Министерства образования. Через него шли все деньги из республиканского бюджета, финансированием он занимался. Очень такой парень, умничка, прошел, до этого работал в Министерстве финансов, вот. Там здравоохранение по всей стране, образование, наука, культура, спорт. Он хоть и это молодой, но он очень да, вот. Все равно Тамара Дюжа его в тиски берет вот так. А если я... Она реально Да, сталкивается. а вот будет она директором школы, я приду, скажу, вот мне не нравится, что это такая картошка не 10 сантиметров в диаметре, а 8, оказывается, вам приносят. То есть Не в она мне- этом дело. А ребенок приходит домой, и, как правило, он говорит, что он кушал не тот продукт. Родители себе начинают его рисовать. в другом Приглашайте. виде. Надо Это приглашать надо быть родителей. открытыми, не бояться. Да, приглашайте, скажите, И- вот а родительский вот комитет, именно, желающий, график прям повесьте, Нет. меню вы же А вот развешиваете меню, и да, скажите. вот это вот меню, оно должно быть действительно оговорено. Они думают, что дети должны есть как в кафе. Нет, меню, здрасте, меню Так вы- же хотят. А есть же Нет, меню разрабатывается, во-первых, Конечно, за неделю да. вперед, как минимум. Вывешивается, да? Вот. Калькуляция утверждается, выход какой, граммаж какой, все такое, какое время ребенок. Ради бога, Гульнарочка, с Мухтаром меню вам хорошее, приходи. а вкусовые качества дошли до А вот тут вкусовых скажете, руки в боки, и скажете, на 7 часов как я твоего ребенка накормлю? качеств. Нет, это не ответ. Нет, это ответ. Ответ это. Потому что в любом случае он ничего не может вам предъявить. Нервы помотать может. А, ну, тут... Вот я и говорю, сколько, вот чем ближе ты Нет, начинаешь нет. работать с родителями, Тамара, если придешь, она родителями, меня тем больше у них очень возникает удовлетворит, вопросов. и так быстренько мне белый пушистый сделает, и скажет. Да, и я даже второй раз даже не приду, И я вы скажу, в ой, этой чё, Рахмат, ситуации большое бывает, находим спасибо. выход. Ну, раз мы уже эту тему затронули, просто интересно опытом поделиться, как кто выходит из этого Вот положения. как кто выходит из этой ситуации? Тоже не надо сидеть и ждать и говорить на 7 сомов, что я могу сделать. Мы когда вот стали ездить сначала в такие школы, потом в школы, с которыми работают, участвуйте вот в этих, в горячем питании, в ППО, огромную они помощь предоставляют. Технологические карты разрабатывают, меню разрабатывают, все вам пищеблок в порядок приводят вместе с вами и вместе с органами местного самоуправления и вместе с родителями. Дети иногда Родители- вот сейчас за счет сотки тык сфотографировал сам подход подачи вот это, где есть оформление, где нет, и видят цвет, вид вот этого всего, и говорят, ну что это такое, это же баланда, и все, начинают сами родители своих детей провоцировать на то, чтобы те были недовольны. Но это всегда есть такой процент недовольных. Поэтому просто надо работать. Мы когда ездили, я же говорю, мы видели за 7 сомов булочку и вот такой кирпич, который пряником называли. А ездили, видели за 7 сомов, там у них и супик чуть-чуть, и там это, и компот, компот вкусный, и салатик. Компот обязательно, везде. Да, и выпечка своя, у них всегда своя выпечка, они хлеб не Чем больше закупают. котел, тем Да. вкуснее. Да. И все это за 7 сом. Вот можно Теперь уложить. вопрос можно, да, Гульнар? Да, да. Пожалуйста, вот если, допустим, вы говорите про картошку, что вы любите картошку, Да. постоянно повторяете. Основной продукт. Да. Вот картошку я, например, закупаю за год, могу я это сделать? У меня погреб есть. Конечно, можете. Можете. Если у вас есть место хранения, Обязательно спросят. да, если у вас есть место хранения, Машина дяйма ляжем. Нет, вот она и говорит, заранее, пока она Заранее. дешевая, купите Дешевый. погреб. И положите До конца погреб, где учебного вы- года. Ну, наш менеджер В сентябре погреб купили, там, да, например. просто там есть такой вариант. Сохранение знаешь. Учет. Нет, сохранение ладно. Получается, оказывается, что на конец каждого закупки у вас финансирование, да, допустим, финансирование же как оно? Не сразу идет, да? 20 сом был, Да. правда. А мне надо 10 У сом вас был, остатки по нулям должны быть. То есть вы должны вот это, расходов. да, вот это должны соблюдать. Статья расходов. Да. Есть Есть. еще вопросы вот в Гульнаре? Какие-то есть? Нет, Если спасибо есть, большое. то мы должны перебивать.